Аллах Таала сени аял кылып жаратып аткандан кийин сен акча тапсаң эле эркек болуп кеткендей болуп кыйын болуп кетпешиң керек экен да. Ошол оюнда кайра эле карасаң, ички дүйнөңдөгү жетпей аткан бир бакыт жөнөкөй эле текеберчилик сындырып, гордыняны алып туруп эле аял болуп калуу экен да. Я там просидела, проплакала 4 часа, мне так понравилось, я сказала, еще какие есть. Вот расскажите фишку данной игры. Что там происходит? Что за эта игра? Чтобы выйти из депрессии, улучшить отношения с супругом, улучшить финансовую часть, в общем, все аспекты жизни, чтобы улучшить. Что для нашего рынка именно в вашей сфере не хватает, думаете? То, что если я вижу какой-то проект, который выстрелит, все, я гонюсь за этим, и я начала гнаться. Жанетта, мы должны это сделать, Жанетта, давайте. Лично знаю карман, про деньги, как увеличить цифры на счету. Когда я начала играть игры, у меня была одна квартира, я занимаюсь флиппингом, и сейчас я в обороте, у меня 5 квартир. На самом деле я во все вот эти вещи особо не верила, Кыял, до тех пор, пока я сама не поиграла. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кыргызстан айымдары, Кыргызстандан Бишкектен чыгып жаткан мезгилибиз. Биздин YouTube каналга көп эле азыр көрүүчүлөр топтолуп баштады. Бардыгынан да кубандырганы мырзалар дагы бар экен. Айтып атат, айымдар ушуну туура эле кылдыңар. Менин жубайым үйдө отуруп, силердин же коомуңарга катышууга убактысы жок дейт. Же болбосо ушундай подкасттарды айымдар сүйлөшкөн маектерди издеп калат эле. Айымым менен, жубайым менен кошо отуруп мен дагы көргөнгө туура келип атат деген мырзаларга да салам жолдойбуз. Себеп дегенде үй бүлөдө айымда дагы мырзада дагы түшүнүк болуш үчүн кээде мырзалар дагы мындай айымдарга колдоо иретинде ушундай подкасттарды чогуу биргеликте угуп коюш керек, түшүнүшүп. Биз баштадык. Бүгүнкү биздин маегибиз өзгөчө кызыктуу. Өйдөдө анонсто көрүп кеткендей эле сиздер практика жүзүндө көптөгөн сыноолордон өтпөй эле оюн түрүндө трансформациялык өзгөрүү, ой жүгүртүүнүн өзгөрүшү жана ошондой эле бул оюн эмне, ошол тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Демесе бүгүнкү биздин маектеш айымдарыбыз өздөрүнүн жеке брендтерин тургузуп, көптөгөн өздөрүнүн катталуучулары бар. Бул жолкусунда таанылып калган айымдарды чакырдым. Анткени таанылып элек, бирок таланттуу айымдар менен дагы маек курган болчумун. 100 000 просмотр, эч ким тааныбаган, биринчи жолу менин подкастыма келген нутрициолог эжебиз 100 000 просмотр алып койду жаңы ачылган YouTube каналыбыздан. Андыктан бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат дейт элек. Сиздер бизге стимул бердиңиздер. Андемесе урматтуу көрөрман, бүгүнкү биздин маек куруп аткан каармандарыбыз Жанетта Жумабекова, трансформациялык оюндардын бардыгын билген эксперт. Кыргызстаныбыздагы жеке бренд боюнча көптөгөн атактуулар менен иштешкен жана масштабтуу гифтерди, масштабтуу оюндарды жүргүзгөн Кыял Жeenалиева. Жанымда Бекайым Исраилова жаңы бир нишаны Кыргызстанда профессионалдык деңгээлде алып барып аткан флиппер десек болот. Бүгүнкү күндө бул өзгөчө бир кесип болуп атат. Бул кесиптин ээсин эмнеге чакырдым? Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңунда билесиздер. Жанетта айым, сизди бир аз кыйнайм. Кыргыз тилинде өзүңүздү тааныштырып кетишиңиз керек. Бирок биздин төртөөбүздүн арабызда 5-чи дагы каарман, бул көрүүчү, бул сиз. Ооба. Орус жана кыргыз тилин жакшы эле түшүнөсүз. Ошондуктан биз эки тилде тең бирдей бүгүн маек кура беребиз. Можете давать нам интервью, маек эки тилде боло берсе болот. Ошондон көрөсүз, мен эки тилде бир сүйлөп салдым деп. Жанетта айым, Жанетта, сиз өзүңүз тууралуу Инстаграмда көп айтпайсыз. Мен карап чыксам бир гана иш боюнча экен. Жанетта бул ким? Жанетта жөнөкөй кыргыздын кызы. 41 жаштамын, жолдошум бар, үй бүлөлүүмүн, бактылуу айыммын. Сиздин долбооруңуздун атындай иштеймин, жолдошум экөөбүздүн бизнесибиз бар. Коротко, понятненько. Трансформационная игра для вас это что? И можно будет подробно узнать.
Трансформационные игры в мою жизнь ворвались буквально 10 лет назад. Оказывается, уже 10 лет назад. И я сама, чтобы выйти из депрессии, улучшить отношения с супругом, улучшить финансовую часть, в общем, все аспекты жизни, чтобы улучшить, я нашла такой инструмент, как трансформационные игры. Первый раз меня привела туда сестренка, она меня буквально заставила, то есть я не хотела, Мгм. я сказала, что это за дела, какие-то игры. Трансформационные, это было непонятно для меня. Но она меня заставила за шкирку, вот прям за волосы из квартиры вытащила и привела. Я там просидела, проплакала 4 часа, и мне так понравилось. Я сказала, еще какие есть. Ну, и получается, я вот пошла на Кыргызча айтканда издендим, да, изденип, М. и я изучила все трансформационные игры, которые у нас есть на рынке. В последующем я обучилась на около 20 трансформационных игр, но у меня топовых их 10. И вот на протяжении 6-7 лет я уже сама веду. Я вас больше как эксперта знаю. Мгм. Чернявская Мгм. Виктория Виктория Владимировна. Владимировна приезжала Мгм. 4 года тому назад, Мгм. наверное, мы с вами были на этом масштабном, большом, ам, как это называется, Фестиваль. встреча, Мгм. фестиваль. Я больше назвала бы на игре практики, да, Мгм. потому что мы не только там играли, мы практиковали. Были такие очень интересные задания. Мгм. Вот расскажите фишку данной игры. Что там происходит? Что за эта игра? Например, трансформационные игры идут от 3 до 5 до 6 часов. И мы проживаем определенную какую-то свою жизнь. И то есть это, знаете, как лакмусовая бумажка. Мы ее прикладываем, и все видно, какие у нас проблемы есть, Мгм. какие у нас есть успехи, какие сильные и слабые стороны. В целом геймификация сейчас очень популярна не только в психологии, она популярна и в бизнесе. То есть через геймификацию людям, в принципе, строить бизнес очень легко. Тимбилдинги проводят, да, то есть геймификация во все сферы жизни у нас уже давно зашла. Ну и тем более через психологию, то есть есть момент, когда ты один на один сидишь, и чтобы человек снял маску, психологу нужно как минимум 4-5 сессий. А когда мы играем в трансформационную игру, у нас выходит наш внутренний ребенок, и он просто играет, и мы, знаете, такой маски все снимаем, и мы есть такие, какие есть. Подсознание начинает давать о себе Да, знать да, по полной. да, Я это знаю. да, сознание, оно такое нас удерживает, но когда во время трансформационной игры подсознание, бессознательно, оно вот нас Выходит выдает, наружу. она предательски все нас Да. выдает. Вы знаете, в жизни очень много, знаете, людей, которые отдают в долг деньги и при этом так стесняются обратно его просить. И его, знаешь, ты выпрашиваешь, будто вот в долг у них как будто просишь. Мгм. И на игре с таким запросом к нам зашла одна наша сестра. Мгм. И она говорит, я должна сделать проработку, чтобы не давать в долг, говорит, потому что я их так зарабатываю, говорит, с трудом, и Мгм. отдаю, говорит, легко. Надо мне это приостановить. И я говорю, вы по адресу. Реально ли можно проработать вот такие не очень хорошие привычки? Это не очень хорошая привычка, кстати, очень хорошесть. То есть от хорошести люди дают в долг и не договариваются о конкретных датах, причинах, когда они вернут. От своей хорошести отдают, и от своей хорошести не могут обратно взять, забрать. И здесь мы тогда уже учим плохому девушек, в кавычках плохому, Ага, плохому. Ну, как? то есть, чтобы они умели отстаивать свои личные границы, они умели высказывать, говорить, что эти деньги мои, верните Мгм. назад, да, то есть причина объяснить, что человек должен отдать. Ну и в Мгм. целом не давать деньги в долг. Те, кто Мгм. приходят ко мне, они потом не дают денег в долг Это же никому. надо научиться говорить нет. Да. Сори, я не могу. У меня есть деньги, но я не могу. Может быть, я помогу тебе там какую-то Мгм. часть, да, отдам на помощь там. То Мгм. есть можешь на безвозмездный такой-то Да. взять. Но это же тоже как бы характер или что надо иметь, чтобы говорить нет. Иметь Особенно женщина. иметь характер. Женщина-предпринимательница, есть такой обычный лайфхак. Если вы занимаетесь бизнесом, вы говорите, у меня денег нет, они все в обороте. Не быть Вопросов не удобной. быть удобной, да, абсолютно не быть удобной. А чтобы не быть удобной, нужно вот, ну так банально будет звучать, любить себя, ставить свои личные границы. То Мгм. есть в приоритете в целом ставить себя, свою семью,
а потом всех остальных. Ну и как мы сейчас замечаем, после данной игры у не только женщин, но и у мужчин какая-то уверенность появляется. Они там прорабатывают, я не знаю, очень много моментов. Вот Каял, недавно мы тоже играли, там похвалы человек, может быть, никогда не получал от окружения, а тут ты начинаешь замечать, что у человека есть какие-то особенные таланты скрытые, да, и человек узнает о себе еще как бы с лучшей стороны, и он уже выходит таким нужным на весь мир. Замечали такое? Да, мужчинам больше нужно похвалы, чем женщинам. Потому что на мужчин и так он должен это, он должен как сын, он должен как муж, он должен как Кормить. отец. Да, и то есть он везде должен, он причем больше должен, чем женщина, да. Я сейчас вот прям в защиту мужчин говорю, да. Вот. И ему никто и не говорит похвалу. Мгм. В него не верят. Может быть, верят, но мы не озвучиваем женщин. И как раз-таки в таком пространстве я всем говорю: похвалите мужчину, поверьте в него, потому что он мужчина априори уже, у него мужская энергия очень сильная, он может свернуть горы. То есть правильный подход к нему найти, и все. Мгм. А, Сколько видов вы вот на сегодняшний день знаете? Я лично знаю карман, про Мгм. деньги, как увеличить цифры на счету. Я знаю, как можно там проработать себя так, чтобы найти своего спутника по жизни, да, Мгм. выйти замуж, Купидон, игра, по-моему, Мгм. была еще. Есть игры еще какие-то другие. Я их, кажется, не знаю. А если взять разновидность трансформационных игр, за последние 5 лет их несколько тысяч вышло. Вот Гейша, прям кстати. гейша, да, вот у меня самые топовые игры на руках. Гейша, карман, Купидон, талисман, да, то есть личный бренд тоже, да, там БТР это про продажи, да, то есть Мгм. женщина-кошка, их очень много, а в целом их много-много-много тысяч, но я как сито их просеивала, то есть я смотрела, этот такой инструмент хорошо работает, ну, я не могу говорить, что что-то плохо работает, ну, просто когда ты немножко уже давно в этом, ты хочешь себе самые лучшие сливки оставлять, вот так правильнее будет. Мгм. Значит, мы, когда приходим на игру, у нас должен быть конкретный четкий запрос. Обязательно, потому что, когда у меня спрашивают, говорят: "Я хочу быть женственной, я хочу быть богатой". Ну, вот такие все хотят базу. Я говорю: "Давай, как ты поймешь, что ты стала женственной? Через что? Через какое действие, через какое происшествие должно произойти, ты понимаешь, становишься, женственной?" Либо деньги, да, то есть конкретный у нас есть запрос. Про деньги там очень много можно говорить. То есть запрос именно на деньги либо через реализацию, либо через мужчин, ну, через мужа, да, то есть там запрос очень важен. То есть через запрос выходят те или иные установки, потому что сами по себе, если нету запроса, куда мы идем, эти установки, они и не проявятся. Мгм. А также какие-то родовые, там какие-то есть, как это, Да-да, генетическая память, генетическая память, да. да. То есть, представляете, в одном инструменте заложено все. То есть у нас есть генетическая память, джитята, но это уже все ДНК, уже давно изучено, то есть это уже на медицинском, то есть это научно доказано, что ДНК на нас влияет. И через это, то есть наши М. как и деструктивные установки, так и позитивные, они на нас влияют. Если в роду были манапы, бии, уже по походке, по лицу человека можно понять, что он такой. Мгм. Ах, всё. Аксёктор Да. келатат, да? Но у них есть другая проблема. Если у них есть Гордыня, может. если у них есть раскулаченные Ага. предки, у них автоматически есть, установка, страх генетикой пришедший: "Если М. я разбогатею, вдруг у меня отберут". Как советская власть. То есть настолько это работает. Вдруг всего этого не станет в один день. Да. Страх потерять Мгм. власть, деньги. Мгм. Вот что для нашего рынка именно в вашей сфере не хватает, думаете? Для игроков, Мгм. для тех, которые хотели бы попробовать, как вообще вот зайти на рынок Кыргызстана, думаете, с трансформационной игрой? Ничего не мешает. Вот как зайти? Понятное дело, у нас есть на русском языке, да, то есть, у каждой страны есть на русском языке, плюс, вот на своем национальном языке. В Кыргызстане у нас нету на кыргызском языке игры, и нам такая как раз таки нужна.
Менталитет, Мгм. рух, биздин дин, мотивация, да. Мгм. Там я замечала, что в частности, когда ты хочешь выйти на масштаб, там нужно сделать Мгм. благотворительность, помолиться. А у нас как раз-таки все сходится. Мгм. Садака, Мгм. зекет, Да. дуа кылып, бата кылып, бата алып элден деген нерселер бар го. Мгм. Ошол нерселердин баардыгын камтый турган туура багытта мына 20-30 оюн бар деп атпайсызбы Мгм. сизде? Ошонун баарын бириктирип туруп бир күчтүү биз эми айымдарга басымдуулук кылып атабыз да. Мен Мгм. мисалы мырзаларга трансформациялык оюн жүргүзө албайм да. Мгм. Жолукчанда биздин эжекелер бар, кээ бир айымдар болсо Мгм. принципиально эле мырзалар менен мырзалар иштешсин деп коюп атпайбы азыр. Мгм. Айымдар үчүн гана бир жасай турган күчтүү оюн жаратса болобу? Болот. Ушундай күчтүү бир ошо 20 оюндун баардыгын бириктирип туруп, акча жагынан дагы чыныгы бактылуу айым кылып, аны дагы мындай интеллект жетпей атпайбы азыр биздин дагы бир өзүбүзгө ишенимди арттыра турган күчтүү бир ошо оюндан кийин эле күчтүү айым чыгып кете тургандай, үй Мгм. бүлөсүн да кармай алган, бизнеске да жетишкен бир оюндун жыйынтыгын чыгара тургандай бир оюн жаратсак болотпу? Конечно, болот. Мисалы, сизде күчтүү бренд айымдан колдоо болсо, Мгм. жеке бренд экспертиндей номер Запуск 1 боюнча запуск код кое боюнча алган. колдоо болсо, ал мындай оңой эле нерсе. Демек Колдоо эле керек. ал оюндун бүт ичиндеги системасын Мгм. туура багытта бүт кете турганын сиз эксперт катары жаратып бере аласыз. Ооба, уже идеясы бар. Эң сонун Бегайым айым бул жакта сиз жөнүнөн отурган жок болуш керексиз, Мгм. анткени Жанетта айымга биз мынтип сурап калдык да. Ушул практика жүзүндө акыркы окуучуларыңыздардан ким кандай жыйынтык көрдү десек, сизде айтып калды да. Жеке брендин иштетмек түгүл азыр ошол жеке өзүнүн бренди аркылуу эми акча таба атат, масштабка кетти депчи. Канчалык деңгээлде бул трансформациялык оюн сиздин жашооңузда өзгөрүү берди? Если говорить об игре, я хочу сказать то, что именно с трансформационных игр началась очень большая обратно же трансформация, изменения очень глубокие внутренние, и как результат уже внешние Мгм. изменения и в финансах, и в состоянии, и в переговорах, в разговорах, в бизнесе, в отношениях с мужем, в отношениях с родственниками, с подругами, во всех отношениях. Это потрясающий инструмент, который позволяет сразу все применять в жизни. То есть очень часто мы в жизни, оказывается, не замечаем свои же ошибки или как мы неправильно размышляем, или там, что нас уводит или как бы стопорит, да. А, как раз-таки в трансформационных играх очень наглядно, а, наглядно понятно и видно, Ты должна действовать в реальной как ты жизни. должен действовать, Да. где ты тормозишь, э, где ты говоришь неправильно, где ты мыслишь, где ты уже как бы в минус для себя работаешь или там с кем-то совершаешь какие-то переговоры. То есть ты начинаешь Мгм. очень... Это потрясающий инструмент, в общем, который может тебе дать очень большой старт. Ну, Бегаим, все, что вы сейчас вот рассказали, э, надо просто вам поиграть, и вы тогда поймете, о чем Бегаим сейчас вообще рассказывает и говорит. На самом деле трансформационная игра, она не так просто там открыла, почитала как цитату и закрыла, да, эти карточки. Это вот энергия. С энергией обмениваешься, там раскрываешься, возможно, в тебе какие-то таланты просто внутри тебя спали где-то в глубине, они начинают просыпаться, ты начинаешь понимать, что ты не только просто женщина, домохозяйка, да, а что ты просто гигант, Да. в гиганте начинают просыпаться те силы самые, где ты коммуникацию можешь включить. Оказывается, на самом деле у меня есть сильная сторона, начинаешь, да, узнавать, Да. потому что вы выигрывали несколько раз. Да. Сразу удавалось, как Нет. бы. Не сразу удавалось, Ага. но я увидела в этом рост. То, что вот, допустим, именно когда проходишь не одну игру, а несколько, это как, допустим, условно скажем, парфюм, да, он разными нотами раскрывается, и ты как бы прокачиваешься и становишься
в лучшей версии себя, допустим. Да, правильно, в точку Да. вы сказали. Потому что когда ты только начинаешь пользоваться данным ароматом, ты думаешь: вау, у меня есть парфюм, побрызгала. Все, ты идешь, потом начинаешь по характеру понимать, что он для тебя слабоватый, да, ты начинаешь искать нишевый какой-то парфюм, такой, чтобы он был эксклюзив, подороже. И в жизни, на практике, вот, вот как ты себя поведешь, Мгм. так и скажу, магнит денег, ты становишься магнитом для денег, как финансов, да. На самом деле я во все вот эти вещи особо не верила, Киял, до тех пор, пока я сама не поиграла. И я даже рассказывала на подкасте с Маргуланом Калиевичем Сисимбаевым, да, когда на моих глазах произошло просто чудо. Когда автор, один из популярных таких трансформационных игр, пришла к нам в офис, и я, естественно, попросила поиграть в эту игру, свою команду. И когда мы уже шли назад, в минус по финансам, мы там нашли точку ошибки. М. Ошибки. И над этой ошибкой мы поработали, и все. А там у нас все пошло как надо было. На самом деле, оказывается, мы должны действовать хотя бы на этой игре так, чтобы в реальной жизни завтрашнего дня мы действовали вот. Ну, короче, это такая практика, как мне объяснить, Жанет? Вот расскажите. Вот я сегодня примерно на игре себя так веду, Мгм. и когда будет победа на моей стороне, я понимаю, что в этом моя фишка. И я Мгм. должна дальше себя так вести, чтобы выигрывать вообще по жизни. Да. Поэтому я победитель, потому что я как на игре, так и в жизни я играю, Мгм. как бы я этого хотела или нет. Я, например, хочу взять отдых, но нет. Надо выйти, роль, есть мое место, я должна иметь в обществе свое Мгм. место, никому не отдавать это место. И на игре же то же самое. Да? Да. То, что мы проигрываем, вы не поверите, если девушка скромная в жизни, она будет в игре скромно себя вести. Тогда наша задача ее раскрыть, чтобы она была менее скромной и больше, сильнее проявлялась. И как только она хотя бы позволит себе в игре проявляться, она попробует, тогда она уже в жизни начинает пробовать. Я всегда говорю, лучше проиграйте партию в игре, чем в жизни. Я говорю, потренируйтесь в игре, а потом выходите Супер. и добивайтесь всего, чего вы хотите. На запросах даже наши девочки не могли в тот раз написать Мгм. сумму Как- своей мечты. Да, сумма счастья есть такое. Сумма счастья, да, мечты. Жанетта говорит, напиши, сколько тебе денег, говорит, нужно для того, чтобы себя вообще, говорит, чувствовала счастливой. 1, 2, 3, может, 20. Да? А потом заключается весь этот запрос в том, что а зачем, для чего тебе эти деньги нужны вообще? Оказывается, просто в голове у нас есть вот эта штука, я должна заработать, я должна богатеть, какие-то страхи лежат. На самом деле мы должны проработать внутри себя сильного как личности, да, а затем деньги, они сами будут, оказывается, за Мгм. нами просто гнаться. Там уже интересный момент был, когда речь шла о сумме счастья, она зашла с большой суммой, но там был такой момент. Я заработаю деньги с бизнеса, чтобы взять эти деньги, открыть другой бизнес, а потом с этого Обратно. из бизнеса, да, и все это вокруг бизнеса. И ей не зря выходит повторно это задание, сумма счастья, и потом она уже не может зайти, а потому что следующая логическая цепочка. Для чего вообще в целом ей зарабатывать? Потому что многие женщины, они зарабатывают для того, чтобы зарабатывать. Деньги ради денег называется. Работать для Да. того, чтобы работать. Да, и потом только когда она начала для себя что-то, я хочу себе, для себя любимой купить что-то, и тогда она дальше пошла. Да. Четко мы в своих запросах должны конкретно знать, для чего я хочу заработать, Мгм. какой дом я хочу купить, на какой машине я хочу ездить, какие подарки я хочу сделать своим близким и родным. И тогда четко начнут ваши дела занимать свои места уже, картинка такая проявится уже, какой надо быть. Вот Каял, насколько сейчас вот важно, чем запускать вот эти марафоны, гивы, именно такую трансформационную игру, думаете? Мгм. Ну, смотрите, как вы указали,
то, что марафоны — это масс-маркет, да, Мгм. получается. Это массовый продукт, получается, это очень много работы, и наоборот, сейчас это не так сильно работает, как твердые продукты. Вот, Мгм. например, один из твердых продуктов, почему мы называем твердым продуктом? Потому что его можно, после него можно что-то ощутить, какой-то, знаете, можно посмотреть какой-то результат. Есть, конечно, какой-то итог, результат. И из-за этого мы всегда делим. Твердая ниша, мягкая ниша. Вот, и хоть и здесь и мягкая ниша, но продукт твердый. То есть это изначально, когда только я, например, если мы будем брать трансформационную игру, я же тоже играла очень много раз, поиграла в игры. Мы же на это познакомились очень близко. Потом у меня же, как вы же знаете, то, что если я вижу какой-то проект, который выстрелит, все, я гонюсь за этим, и я начала гнаться. Жанетта, мы должны это сделать, Жанетта, давайте. И Жанетта тоже, конечно, типа, если ты видишь, если какие-то есть перспективы, я-то вижу с колокольни, знаете, запуска, с колокольни вот там просчеты, деньги, там что-то вот такое. Воронки. Да, Правильные, воронки, да. выстроенные. Где-то я уже думаю, так, где сюда можно продать, сюда можно Мгм. продать. Ну и, конечно же, в первую очередь, почему я была настолько уверена, потому что, ну, он реально несет реальный результат. То есть я ощутила на себе. Жанетта дала мне тоже поиграть. Я офигела, ну, офигела. Была приятно Да, удивлена. я была приятно удивлена. Я реально вот я была в шоке настолько от того, что я думала, вот, ну, я играла до этого Carmen Pro уже на это, думала, вот это самая лучшая игра. На самом деле, вот игра личный бренд, она сейчас у меня вот в топе, да, Мгм. в топе 1. А им бренд, личный бренд, я думаю, самый топ вариант будет, мне кажется. Почему? Потому что, знаете, женщина, когда начинает сильно отдавать себя в бизнес, на карьеру, она теряет, что вообще она женщина, женственность теряет, Да. в частности. То есть движение, спешка, разговоры, быстро решение принимать, и ты вот начинаешь в какой-то момент терять. Я не знаю, мне со мной такое происходило несколько раз. И то, что я ношу платок, иногда юбочками себя так поощряю, как скажу, да, я особо не люблю носить юбки с детства, кстати. Но после каждой игры я делаю проработки, я успокоилась, я уже, знаете, или мне дейт, у меня вот это нету. Надела платок, я приняла решение, я хочу быть женщиной, я хочу быть мамой. Я просто вот хочу в таком образе вот просто ходить по этому өзүм үчүн. Потому что это была моя мечта. И я начала замечать, что многие женщины в бизнесе начали проявлять свою женственность после именно данной такой игры. Гейша, да, Аим бренд, где ты понимаешь, природа, Аллах Таала сени аял кылып жараткандан кийин сен акча тапсаң эле эркек болуп кеткендей болуп кыйын болуп кетпешиң керек экен да. Ошол оюнда кайра эле карасаң, ички дүйнөңдөгү жетпей аткан бир бакыт жөнөкөй эле текеберчилик сындырып, гордыняны алып туруп эле аял болуп калуу экен да. Анан аял болуп кээде макул, мейли, деп койсоң эле утуп кетет экенсиң да көп нерсени дагычы. Ошол нерсени кайрадан үйрөнүп баштадым. Мисалы үчүн мен ойлойт элем да, ой, кызым кыйын деп койсо, атам эле, мен кыйын турбаймынбы дегендейчи. Анан карап көрсөм, менин 2 иним бар да. Анан бул оюндан кийин мен түшүндүм, мен ошол эркек балдардан жардам сурашым керек экен. Менден кичүү болсо дагы бул оюн мага айтып атат да, мен мамам кыйын болгон да өзү үй бүлөдөчү. Бирдеке болсо эле мамам сөзү менен эле баары укчу да. А мен ошол нерсени мындайча айтканда үй бүлөдө сындырдым да. Мен слабая, мен эжеси жөн гана катташ болоюн, бирок 2 иним баарын чечсин деп экөөнө жардам сурай берем. Мен кыла алам, бирок мен жардам сурай бердим. Береке келе берди, анан 2 иним бат чоңоюп кетти да. Атам дагы көбүрөөк жумуш жасап баштады, үйдө күчтүү болуп баштады да. Студиянын баарын өз колу менен атам келип жасап кетти да. Карасаңыз, бул жөн гана ошол ички сезимдеги, ичтеги мындай бири-бирибизден суранып койгонубуз экен. Бул үй бүлөнү өтө бекем деген чоң бир система. Кошуласызбы? Кошулам, конечно, да. Биз дагы сиз айткандай, мы тоже, как вы говорите,
В работе очень, в моей тоже работе очень много жесткости нужно, дисциплины, ну, в плане работать вот с моей командой. Мгм. И в какой-то момент, как вы говорите, я тоже забываю то, что я женщина, да, Девушка. мама, жена. Да. Иногда даже вот, как вы говорите, я тоже забываю спросить, например, что-то даже привезти или там в чем-то помочь. В какой-то момент сижу, да, и вспоминаю, я уже могу мужа попросить, почему я так всегда прям, я А не потом знаю. жалуемся, да, почему Да, я все делаю, почему так, да? На да. самом деле эта игра-практика нужна для каждой. Будь ты сильная, будь ты домохозяйка, будь ты вообще, может быть, там, министр Мгм. или депутат, или просто какая-нибудь иджешка, которая себя еще не нашла, Мгм. да? Мгм. Часто ли находят свои миссии в этой игре? Очень часто, еще зависит от ведущего, то есть если направить, это знаете, как вот разобрать человека, понять его слабые и сильные стороны. И я всегда говорю, усиляйте свои сильные стороны. У Мгм. каждой женщины, у каждого мужчины в целом есть свои сильные стороны. И я всегда говорю, мы создаем себя, мы не ищем себя, мы создаем себя. И там вот куда направление, если вектор есть, мы его просто можно усилить и направить. Мгм. И в 50 и в 60 лет мы можем начать новую жизнь. Мгм. К нам приходят такие джешки в наше сообщество, да, Мгм. Кыргызстана Аимдары. Я, говорит, посвятила всю свою жизнь, говорит, государственным определенным Мгм. таким проектам. Я, говорит, или работала, говорит, бухгалтерией, или военнослужащей, скажем, или учительницей была. Но, говорит, теперь я хочу, говорит, жить своей жизнью. Я хочу найти, говорит, что там у меня еще, говорит, спит. Мгм. Мы такие, поиграем? Поиграем в моим бренд? И знаете, и в 60 можно стать актрисой, и в Да. 60 можно написать книгу, Мгм. и в 60 можно стать ведущей АИМ Мгм. бренд. Да. Реально ли? Им-бренд могут вести практически все женщины, у которых есть своя определенная жизненная практика, потому что каждой женщине, по сути, ведущему придут такие же женщины. М. И это вообще очень классное преимущество. Поддерживая другую женщину, ты поддерживаешь всегда себя. Это вообще для самой ведущей это классная практика. Они будут поддерживать. Мы все женщины, у нас все одни и те же проблемы. Единственный момент, почему я вообще в целом советую 50 лет, 60 лет на этом не останавливаться, потому что примерно плюс-минус ровесница, она не пойдет 20-летней девочке. Она скажет, ну, у тебя опыта еще нету, чтобы ты меня поддержала, поняла, ну, или работала и Мгм. трансформировала с собой, да. И я даже сделала такой анализ, если женщина даже в неделю 4 раза будет вести Мгм. трансформационную игру, у нас всего лишь 52 недели в год, она максимум может объять там 1000 с чем-то женщин, а у нас их 500 тысяч в Да. Кыргызстане. Представляете, сколько нам игропрактиков Только в нужно? Бишкеке 500 тысяч. Условно скажу, 4 миллиона. Да. Да, представляете, сколько только на Бишкек нужно Да. ведущих? Ну, обязательно ли надо быть профессиональным дипломированным психологом? Скажем, сейчас некоторым психолог нужен, честно говоря. Открываю некоторые страницы, поступает же мне рекламодатель, вот как раз через Каял, прорекламируйте там такого-то психолога. Это я такая изучаю, смотрю, говорю, диплом имеется ли? Я говорю, нет. Я сейчас уже вот кудайга Мгм. шүгүр Мгм. акча үчүн реклама кылбай калган бир Мгм. деңгээлге жеттик да. Мгм. Ай жок, эл зыянын көрүп калбасын. Бул эртең барып бир нерсе деп сүйлөп койсо кандай болот? А, Эми сен мындай дейт да, границаңы ачкым кирбесин, анан тиштирбе, Мгм. минтпе деп эле адамды бир коробканын ичине салып атат да кээ бир Мгм. психологдорчу. Биз тескерисинче ошол коробкада турган адамды сыртка чыгарып, дүйнөнүн баарын сүйдүрүп, цветной мындай очкелерди көзүнө тагып, дүйнө жүзүнүн баары керемет, сонун бир гана сенин оюң жаман дегенди эле түшүндүрүш керек болуп атат да. Мгм. Кандай бизге эксперттер бүгүнкү күндө командабызга кирип, мына ушул подкастка кошулуп алып баруучу боло алат? Это женщина, у которой есть за спиной просто жизненный опыт такой, который она сама справилась либо через других людей, но она поняла эту жизнь, да, то есть М. она поняла эту жизнь, потому что я могу привести аналогию, у человека может быть диплом 20 лет назад психолога, юриста, технолога, неважно, Мгм. но если он 20 лет это не практиковал, я думаю, что там он не Мгм. очень
опытный специалист, я скажу так, да, то есть, это женщины, которых они сами себя воспитали, жизнь воспитала, и они пришли к какому-то успеху семейному, в бизнесе, да, то есть, Мгм. в проявлении. И именно такая женщина, она вот прям будет самым лучшим ведущим. Остальную техническую часть, ну, то есть мы обучим, объясним. Жашоонун университетин бүткөн Да, айымдар да. алып баруучу болуша алат. Жашоонун университетин окубай эле биз кээде акыл айтып коебуз го. Мгм, Мен ошолорду кээде карап туура эмес деп калам да. мгм, Анткени көп жашаган эмес, көптү көргөн дагы билет мгм, экен да. Көптү көргөн деген бул көп сыноолорду башынан өткөрүп, мгм. бирок адам бойдон калып, өзүнүн дагы бир жакшылыгын таарынбастан жасап келаткан инсан да мен үчүнчү. Бир адамга таарынып калып дүйнө жүзүнгө жабылып албаш Мгм. керек. Бир адамга таарынганыбыздын ойлонуп туруп чечими менен ошондой таарынып жүргөн адамдарды таарынбаганга үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Туурабы? Анткени баары сонун эле, бирок болгону сенин көп ойлонуп койгонуң сага тоскоолдук келтирген жокпу дегендей. Биз бүгүнкү маегибизде көрөрман сизге кайрылуубуз бар. Биздин оюнга катышкыңыз келсе, төмөндөгү номер менен байланышыңыз. Биз дайым биздин ушул кабинетке чакырып, сиз менен отуруп, чай ичип, бир жолу оюн ойноп көрөлүк дейт элек. Бул оюнда эч кандай бир минус жагы же жаман жакка түртө турган, жетелей турганы жок. Өзүм дагы бул оюндун авторлорунун бири болгондуктан менин кызыгуум бул жанагы психологдоп кабинеттерге барып, очередке туруп, анан арманыңды айта турган күн эмес. Болгону жардамды биз Кудайдан сурайбыз дагы өзүбүз жашоодо практика жүзүндө тырмышып, жанагы сүткө түшүп калган чычкандай болуп, каймак жасап туруп тебелеп чыгып кетишибиз керек да. Чөгүп кала бербестенчи. Бигайым сөздү көбүрөөк сизге азыр берет окшойм. Ушул оюнду сизге киреше алып келүүгө бизде эми албетте азыр акчаң болсо эле элдер айтып атпайбы, сулуусуң, акчаң болсо Анжелика менен барып подкаст тартасың дегендейчи. Бирок бизге акчанын деле кереги жок болду го, бул жака подкастка келгенге. Бул сиздин мындай ички дүйнөңүз бышып, Жанет айымдын оюнунан кийин ушул подкастка даяр болгон үчүн Кудайым кошуп отурат да сизди бул жергечи. Жашоодо акча көп нерсе эчтекен эле чечпейт экенин байкап атасыз. Масштабка чыгууңуздун мына жыйынтыгы. Подкастта биз менен отурасыз го, 3 автор менен. Дагы кандай кереметтер бар. Поверьте, вот я здесь. Кандай кереметтер бар биз билбеген. Что еще прям произошло такое в вашей жизни, что вы так смачно можете сейчас вспомнить, нам рассказать? В первую очередь, я думаю, то, что внутри я успокоилась. Я успокоилась, я поняла, что я хочу, что я не хочу. То есть я очень часто подвергалась там мнению других, и ошолордун жашоосу менен жашачу кемдет бул туура эмес депчи. Если считать в денежном эквиваленте, да, все оказывается так растет, ну, изнутри наружу, да, и слава богу, что есть такая игра, что слава богу, что есть Жанета. Сколько заработали? Ага. Цифры, сумма Да, керек да. бизге. Когда я начала играть игры, у меня была одна квартира, я занимаюсь флиппингом, и сейчас я в обороте, у меня 5 квартир. Бирюса на днях выйдет. 5x. Да. Вы спросите, за какое? За год? Нет, не год. Получается, за 4 месяца. За 4 месяца 5x. Да. Квартира менен 5x. Я не говорю, что там 1000 сомду 5000 сом кылдыңар, да? Оказывается, ограничения только в нашей голове. Да. Мы сами себе придумаем проблемы, мы сами отказываемся от возможностей, говорим, что мы недостойны этого, или же и вот во время игры каждый раз ты трансформируешься и говоришь, а мне это, оказывается, можно, я себе это разрешаю. И ушундай. Жашоо бактылуу көзөрмөндөрдөн турат да. Но не бывает счастливой же жизни, согласитесь? Иногда ты успеваешь, иногда не успеваешь, но когда ты просто сидишь, думаешь о жизни уже, да, ну ошол эле куракка келип калдык. Я начинаю вспоминать такие моменты. Моменты самые такие счастливые, скажем, да. Вот что вам запомнилось вообще во время этой игры? Какие приятные моменты были? Были ли слезы счастья? Да, много раз. Знаете, там очень много...
игра чему меня научила, допустим, мы очень часто думаем: вот здесь я выиграл, вот здесь я проиграл. А вот здесь, получается, вот, допустим, какая-то произошла проблема, или ты там вошел в депрессию какую-то, да, ситуация какая-то произошла, и мы думаем, что все уже там лучше не станет, или, ну, в общем, ты в депрессии находишься, да. Но оказывается, допустим, даже когда как это увидела, да, вот в игре, у нас же цель же выиграть игру, да, Мгм. но я поняла, что в игре вот этот процесс, когда ты останавливаешься, допустим, где-то ты проиграл, назад ход пошел, или там в деньгах, как бы в игре, да, ты ушел, и в жизни получается точно так же, да. Но через вот эту остановку ты понимаешь реальные твои ценности, что ты хочешь, чему тебя хочет научить Всевышний, да, и вот ты останавливаешься и как бы понимаешь, что ты реально хочешь и как тебе надо теперь действовать. То есть тебя вот так раскрывает, и ты в игре это понимаешь. Мгм. Я научилась смотреть не только на выигрыш, да, даже остановка, ну, слава богу. Есть, Радует. да, проблема, значит, это для чего-то Мгм. нужно, да, то есть не цель сама прям выиграть эту игру, да, да, Принимаете шаг принимаешь, назад, это да. все правильно. Да, и я думаю, вообще, на самом деле, очень много каких-то счастливых моментов было в игре. Я считаю, то, что самое ценное в этих играх, ты в первую очередь понимаешь себя, потом окружение, Мгм. которое у тебя создается, вот это очень ценно. Не это ли счастье, когда мы с вами Да. играли вместе? Да. Не это ли счастье, когда я решила инвестировать $100 000 в ваш проект? Не это ли счастье? Не является ли одним из самых таких ярких, счастливых моментов? Я все жду, когда же она про меня расскажет. Вы должны запоминать такие массовые, масштабные, просто такие кудайдың беріп қойған мерекелерін. Если честно, это вообще было какое-то потрясающее событие. У меня в голове вообще вот так все сломалось. В хорошем В смысле. хорошем смысле, да. Мне кажется, 3 дня у меня вот так все было, да. Я не могла. Я всем такая хожу, рассказываю это все. Что? Рассказывайте. Так вот, зрителям, вот они сидят. У нас хотят была практическая узнать. Ага. практическая часть, получается, у нас был турнир, и мы, получается, нужно было нам выиграть. Во время игры. Не Да. думайте, Мгм. как турнир Гелперда. Во время игры было задание сделать диалог, получается, с соперницей условно, да, в игре как бы. Конкурентам. Конкурентом, да. И нужно было, получается, убедить и рассказать так, чтобы Ажлик Кайратовна инвестировала, я занимаюсь флиппингом, и она инвестировала во флиппинг. Вы инвестировали во флиппинг. Девушка, которая играла, получается, Тоже была флиппером. она занималась недвижимостью, да, но она вот очень достаточно такой очень хороший игрок, скажем, да. Мгм. И для меня это был вызов прям. И когда мы, получается, каждый себя презентовал, и вы выбрали меня, для меня это было вообще, оказывается, вот так возможно. И когда вы реально вот толкунданып даже ештеңе дей албай қалдым, и потом я рассказывала С всё. какой улыбкой, с какой радостью вы этот день вспоминаете. Я еще рассказывала, что я потом пела перед вами. Вы спели, да. Да. Рассказываешь. АИМ бренд — это просто такое чудо, да, которое необходимо для девочек, которые собираются за чашечкой кофе, допустим, не просто так в кофейнях, да, проводить там. Я не сижу, говорю, всегда за тем столиком, где обсуждают кого-то, где начинают там, ну, какие-то негативные, да, вещи вмести. Для таких у меня уже нет времени. Почему? Потому что я всегда говорю, у меня есть выбор. И по сей день у меня есть выбор выбрать себе подруг, окружение, друзей. Но так как мы не выбираем своих родителей и детей, эта игра прям как бальзам на душу. Мы начинаем здесь прорабатывать свои отношения с своим родителям. С мамой можно еще раз поиграть. Я с мамой несколько раз играла. С дочками. Девочки раскрываются. Они понимают, что ты даешь им слово. Они понимают, что они такие же взрослые, имеют свое мнение. Поэтому рекомендую просто вот
почувствовать то, о чем мы сейчас говорим. Ну и напоследок, давайте все-таки все о женском. Кыргызстан айымдары Да. биздин коомубузда кайрымдуулук акциялары аябай көп. Анын ичинде Кыял, Бек айым, Жанет айым менен биргеликте кыйынчылыкка туш келип калган айымдарга кол сунгубуз келет. Биздин да кайрымдуулук иретинде бул оюндарды да жүргүзөбүз. Комментарийге мен ойноймун, кыйынчылык бир сыноодомун деп жазып койсоңуз байланышабыз. Жок, мен өсүш үчүн төлөшүм керек, оюнга акчасын төлөп туруп ойноймун, себеби мен да Бек айымдай болуп 5x чыгам десеңиз 5x деп жазып коюңуз. А бирөө балким 10x менен 100.000 сомун миллион сом кылгысы келип тургандыр. Бул сом, миллион деген нерселердин баардыгы сизди эгерде азыр коркутпай жаткан болсо, кээ бирлер ушуну уккандан да коркот экен, айткандан да коркот экен да, коркутпай жаткан болсо, демек сиз мындай акчаларды тапканга жана мындай масштабка чыкканга демек даярсыз. Калып элек биздин көрөрманга мына кадр артындагы биздин жалпы Кыргызстан айымдарына, мырзаларына Ну, в свою очередь, что я могу пожелать? Я желаю сейчас в силу времени, в силу своей профессии, я всем желаю личного бренда, особенно женщинам. Качайте его сейчас, не откладывайте его на потом, а ведь именно уже сегодня и сейчас начинается твое будущее. Я тоже хотела бы в продолжение слов Кыял пожелать прокачивать личный бренд через трансформационную игру АИМ бренд, потому что помимо денег, отношений, я в свою очередь хочу сказать, когда вы поиграете в АИМ бренд, у вас улучшатся, те, кто замужние, у вас улучшатся отношения с мужем, те, кто не замужние, вы быстрее выйдете замуж. Я хотела бы поблагодарить авторов игры за такой потрясающий инструмент, за то, что сейчас каждая женщина в Кыргызстане может, вот говорят, это не совсем волшебная таблетка, да, но это очень результативный, практичный инструмент, который вы можете применить в своей жизни, и вам даст обязательно результаты и плоды, и получите очень классное окружение. Андыктан, урматтуу айымдар, баардыгыңыздарды жалпы ушул подкастты ким көрүп атса, маекти, беседа деп айталычы, эркин форматтагы биздин ушул көрсөтүүбүздү көрүп жатсаңыз, не дейбиз, дарек жазылды, бул номер аркылуу байланышыңыз, келип ойноңуз. Сентябрь айынын буйруса 16-ларынан баштап биз чоң масштабтуу презентация жүргүзүп, жана ошондой эле айымдар мааракесин өткөрөбүз. Женский бал деп азыр биз мынакей алдыга коюп, старт деген кнопканы басып атабыз. Келиңиздер, чыныгы эже сиңди, чыныгы мээримдүү, жүзү жарык, жылдыздуу соонун айлана чөйрөнү тандаңыздар. Кыргызстан айымдары, айым бренд сиздер менен.